Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. Выпуск 45. Тарковское шамхальство. 15-19 века. Кумыки, дагестанские татары. В Золотую Орду входило государство кумыков под названием Шамхальство Тарковское. Его исторические корни уходят вглубь веков ко временам гуннов, хазар и так далее. Коренным населением владения Казакумыцкого, по свидетельству Семеновича, 1796 год, являлись дагестанские татары, кумыки. С Золотой Ордой их связывает не только вассальная зависимость, но и общие черты в устройстве государства. По мнению известного дагестанского ученого Магомедова, имеются все основания отнести этот термин к Золотой Орде, нежели к арабам. Шамхальство имеется в виду. Шамхал. Можно считать, что правитель кумыков в период господства татаро-монгол ими выдвинут в этот сан. Первый правитель кумыков, Шамхал, носил имя Ахсибар, Аксувар. Он был ответвлением династии чингизидов. Кумыкская армия принимала совместно с другими улусами Золотой Орды участие в борьбе с Тамерланом и даже потеряла в бою своего Шамхала. Шамхальство в годы рассвета занимало территорию от Каспийского моря до современной Кабардино-Балкарии. К началу XVI века его столица находилась в городе Тарки на территории современной Махачкалы. В конце XVI века некоторое время Шамхальство официально входило в состав Османской империи. В это время оно начинает фигурировать в российских планах как главное препятствие на пути покорения восточной части Северного Кавказа. После завоевания Казани и Астрахани армия Ивана Грозного попыталась захватить и северо-восточный Кавказ, но военная экспедиция Ивана Черемисина, 1560 год, потерпела неудачу. Следующий массированный удар произошел в 1591 году, возглавляли его воеводы Засекин и Шаховский. По персидским данным, численность их армии достигала 60 тысяч человек, но и их поход также оказался безрезультатным. Спустя 3 года, в 1594 году, в Шамхальство вторглась 30-тысячная армия воеводы Андрея Хворостинина. Этот поход также оказался неудачным, как, впрочем, и следующий в 1604 году. Во второй половине XVII века, со смертью Шамхала Субхая, сына Гирея, в государстве усилились центробежные тенденции. В результате Каспийского похода Петра I в 1722 году Шамхальство стало вассалом Российской империи. В 1725 году в наказание за нападение Шамхала Адиль-Гирея Тарковского на крепость Святой Крест Шамхальство было ликвидировано. Однако шах Ирана Надир-шах Афшар восстановил его. В 1786 году, утратившее былую силу из-за междоусобиц кумыкское государство, окончательно вошло в состав Российской империи. В 1867 году Шамхальство было упразднено. На его территории был образован Тимирхан-Шуринский округ. Конец выпуска. Продолжение следует. Даваме бар.